В эфире БСТ, передача «Интервью», студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. И сейчас самая настоящая горячая пора у наших башкирских фермеров. О том, как идет сбор урожая не только, нам ответит гость нашей сегодняшней студии, фермер из Чишминского района Ильнур Шакиров. Добрый день. Здравствуйте. Ну, Ильнур, как идет сейчас сбор урожая? Какими темпами? Сколько уже успели собрать? Поделись, пожалуйста. Сбор урожая начался очень хорошо. Старт дан прям... Старту дан очень хороший. Уже первые бункера показали то, что урожай в этом году будет довольно-таки неплохой. Поэтому стараемся, дожимаем дальше больше. И идем уже ближе к середине, наверное, начали подходить. Угу. Погода как в этом году? Позволяет? С такими нестабильными погодными условиями у нас каждый час на счету. Как только выглянуло солнышко, проветрилось немножко, мы сразу выходим на поля. С таким настойчивостью и упорством приходится сталкиваться и кроить каждый час прям. Но по сравнению с прошлым годом, по твоим замечаниям, как думаешь, урожай все-таки лучше будет или есть какие-то... Я думаю, что в этом году все-таки урожай будет лучше, потому что в прошлом году были очень тяжелые погодные условия. По сравнению с погодными условиями в этом году, они всего лишь нестабильные. В прошлом году были тяжелые погодные условия. Больше дождей, по-моему, было, да? Да, в прошлом году почти 2 месяца дождей было, поэтому урожай прям был не слишком больших показателей. В этом году, даже несмотря на это, урожай, я считаю, что очень хороший. С какими трудностями, помимо погодных условий, еще сталкиваешься, Ильнур? Трудностей в сельском хозяйстве очень хватает, потому что это такая очень тяжелая сфера предпринимательства. Но все вот эти трудности мы... Решаем. Да, все решаем мы. Все в рабочем порядке, это все решается у нас. Ильнур, немножко отходя от темы, ты как давно стал фермером и зачем, самое главное? Это была моя давняя мечта. Мы с женой на протяжении, наверное, 10 лет мечтали, собирали деньги, копили, строили планы, что когда-нибудь мы засеем хотя бы 20 гектаров земли. И вот уже на протяжении 5 лет мы занимаемся фермерским хозяйством, нам очень нравится. Это прям наше дело. Скажи, пожалуйста, уже какие-то планы на будущий год наметили наверняка? На будущий год, да, мы наметили очень большие планы. Мы уже переходим к более лучшим сортам, получается, зерновых. По сравнению с прошлым годом мы уже в этом году уже начали сеять гибридные сорта подсолнечника. Я считаю, это очень большой шаг для нас, потому что до этого мы сеяли не сортовые. На следующий год мы уже планируем приобретение семян пшеницы суперэлиты. Скажи, пожалуйста, а вообще много фермеров у вас в Чишминском районе, кто культивирует эти основные виды сортов? У нас довольно-таки большое количество фермеров в Чишминском районе. И на протяжении уже, наверное, 3-4 лет я наблюдаю, что фермера стали более сплоченными. То есть прошло то время, когда фермера работали в одиночку. Сейчас в моде командная игра. Фермера, получается, начали друг другу все помогать. В связи с этим стало, мне кажется, даже легче в сельском хозяйстве. А с чем это связано? То есть сейчас как таковой конкуренции нету, что ли, получается? Или это... Как это назвать? Конкуренция, она всегда есть. Просто рынок сельскохозяйственной продукции, он очень большой. Места всем хватает в этой отрасли. И поэтому фермера стараются объединяться. Когда они объединились, всем легче от этого стало работать. Ну и коммуницировать, наверное, сейчас все-таки легче, нежели чем раньше, да? Сейчас появились всякие мессенджеры, в которых наверняка вы общаетесь и переписываетесь, и делитесь последними новостями. Да, мы постоянно сидим в мессенджерах, там кто-то делится опытом, кто-то у кого-то, допустим, семена остались, у кого-то там техника свободная есть. Даже так? Да, я же говорю, все фермера, у нас в Чишминском районе очень дружный коллектив фермеров, такой костяк собрался, который я не знаю никого, кто бы оставил своего товарища наедине, один на один со своей проблемой. Ильнур, честно говоря, а глава Чишминского района как объединяет вас, помогает ли вам вообще? Наверное, благодаря главе Чишминскому району
у нас коллектив предпринимателей и коллектив фермеров стал намного дружнее. Ух ты, даже так. Да. Управление сельского хозяйства Чешминского района нам всячески помогает. Очень много консультирует информации, программы государственной поддержки, программы льготного кредитования, субсидирования. С их стороны идет очень огромная большая поддержка. Угу. Ильнур, ты, как и другие фермера, наверняка ведешь свои соцсети, где выкладываете те же самые кружочки, сторисы, да, где рассказываете о том или ином мероприятии, которое сейчас происходит. Там сборка урожая, там вспашка и так далее. Как много ли удается собрать подписчиков, так скажем, много ли задают вопросов? Вообще сейчас время такое, что если тебя нет в соцсетях, то тебя фактически не существует. Это сейчас время такое. И поэтому вот я активно веду свои социальные сети. И люди тоже дают обратную связь, пишут комментарии, лайки, подписчиков прибавляется. Это очень интересно вести социальные сети. Даже люди на улице встречают на какой-то там сторис, допустим, они начинают там комментарии давать. Вот так вот ты молодец сделал, вот это нам понравилось, твой сторис, вот ты выложил интересный пост. Вот. Поэтому надо социальные сети поддерживать. Угу. Ну, слушай, еще и старшее поколение сейчас тоже подтягивается. Вот у меня и, что скрывать, сам Куртатай сейчас активный пользователь социальных сетей. Нет-нет, смотрит, дают, наверное, наверняка какие-то наставления, советы, да? Ну, конечно, потому что, когда мы только начинали в фермерском хозяйстве, у нас было очень мало опыта. Мы читали очень много литературы, смотрели много полезной информации в интернете, но самую полезную информацию дали именно вот эти взрослые, наше поколение, старшие наши, получается, соседи, друзья, родственники, знакомые, даже просто элементарно те подписчики, которые смотрят нас. Они давали там очень дельные советы, наставления, и именно это нам помогало преодолевать все трудности. Ильнур, скажи, пожалуйста, готовитесь ли к возможным изменениям климата и возможным рискам? Ну, не предугадаешь же вот. Сельское хозяйство – это вообще-то такая отрасль, которая связана с очень большими рисками и с погодными условиями связана. Поэтому мы всегда готовы на вот эти вот риски, на погодные условия непредсказуемые. Надо быть готовым ко всему этому. Тогда даже если ты столкнулся уже с этим, то тебе легче это преодолевать. Надо ждать, готовиться ко всему. Звучит как девиз. Да. Ага, Ильнур, а какие успехи тобой были достигнуты за эти 5 лет? Вот прям вот есть чем гордиться? В первый год мы сеяли всего лишь 20 гектаров, а в этом году у нас уже перевалило за 200 гектаров. То есть у нас увеличилась площадь почти в 10 раз. И мы каждый год стараемся увеличивать еще площади. Я думаю, это очень большое достижение. И по урожайности тоже. Когда мы собирали первые года там 10-15 центнеров с гектара, то мы сейчас собираем 25-30 центнеров с гектара. Это только яровых. И подсолнечник. Это хороший показатель, да, по республике. Но это очень хороший показатель. И по подсолнечнику мы тоже первые года собирали всего лишь 10 центнеров с гектара, а уже последние 2 года мы собираем больше 20 центнеров с гектара. Урожайность у нас практически в 2 раза больше увеличилась. Ильнур, есть такое внегласное, ну, как бы назвать его, соревнование, да, между фермерами? Кто там больше соберет урожая с 1 гектара? Есть такое у вас между собой? Конечно, есть. Конкуренция среди фермеров, она всегда была, есть и будет. И это очень, здоровая конкуренция. Потому что рынок сбыта большой, места хватает всем. И кто больше соберет урожайность, всегда конкурирует из года в год. Вообще, конкуренция – это очень хорошая вещь, особенно среди фермеров. Потому что если не стремиться вперед, если стоять на одном месте, то не просто уйдешь назад, а остановишься на месте. Ну и вперед никогда не уйдешь. Что касаемо современного оборудования, передовых каких-то технологий, внедряешь ли? Да, мы стараемся внедрять. Первые года мы работали без удобрений, без фунгицидов, пестицидов. А в последние года мы уже внедряем все вот эти вот удобрения, жидкие удобрения. Стараемся как-то идти в ногу со временем. Ага, ну то есть искусственный интеллект помогает как-то, возможно, может быть, с чатом GPT с тем же общаетесь? Что делать там в той или иной ситуации? Конечно, мы постоянно когда сталкиваемся с какими-то проблемами, мы смотрим в искусственном интеллекте
и довольно-таки дают дельные советы. А вообще легко ли стать бизнесменом, предпринимателем, фермером? Вот просто взять и начать вот с нуля? Ну, как таковой мы с нуля и начали. Мы готовились к этому на протяжении многих лет. То есть это не с бухты-барахты? Это нет, это не дело ни одного дня, ни одного года даже. Это на протяжении нескольких лет надо готовиться к этому. Главное, чтобы было желание, стремление, а остальное все придет. И надо, как я говорил, уже работать в команде. Командная игра должна быть. И тогда все получится. То есть трудолюбия и упорства здесь мало. Здесь надо вот очень большое стремление, и вот рычать внутри должно вот прям все. Жена наверняка тоже поддерживает в этом непростом Да, деле. супруга — это мой надежный тыл, который всегда рядом со мной, когда всегда поддержит. Деньги наверняка все у нее. Да, касса всегда должна быть у супруги. Как и у меня, в принципе. Помогают ли госпрограммы, господдержка? Как пользуетесь ли этими услугами? Пока мы не пользовались программами государственной поддержки, но мы активно изучаем их. Сейчас очень много мер государственной поддержки. А почему не пользуетесь? Пока нету надобности. Вот в следующем году мы уже планируем по льготному кредитованию и льготному субсидированию, мы планируем уже приобретать новую сельскохозяйственную технику. А сейчас с техникой как обстоят дела вообще? Закончилось ли то время, когда вот было не дефицит запчастей, нехватка, трудно было что-то приобрести в случае поломки? Сейчас дефицита запчастей как таковой нету. Все по наличию практически есть. Сейчас с этим проблем нету. С проблем ГСМ, с удобрениями, с семенами, с запчастями, с техникой проблем уже нету. Уже ушло то время. И даже скажу больше, что уже у нас настолько модернизируется парк техники, что уже прошло то время, когда комбайнеры или трактористы в жаре и в пыли сидели в кабине. Сейчас уже совсем другая техника, которая... В комфорте. Да, они сейчас уже в полном комфорте. Они уже и с навигацией, и с климат-контролем, кондиционером, с автопилотами. Ильнур, ну и в завершение нашего разговора какие-нибудь несколько дельных советов для начинающих фермеров. Почему стоит начать заниматься фермерством? Вообще сельскохозяйство — это очень интересная отрасль. Туда нужен такой творческий подход. Если ты пришел только из-за денег, то, я думаю, ничего не получится. Надо с творчеством подойти. Туда надо не бояться. Упорство должно быть. Ну и работа в команде, да? Ну и работа в команде. Ильнур, спасибо большое, что нашел время, приехал к нам в студию, ответил на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был фермер из Чишминского района Ильнур Шакиров. Я же с вами прощаюсь, ну а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.